На окраине рынка Медины стоял слепой нищий иудей, который каждый день кричал всем тем, кто приближался к нему: «О, братья мои, не находитесь рядом с Мухаммадом! Он сумасшедший, он лжец, колдун, и если вы будете рядом с ним, вы попадете под его влияние, независимо от того, кто подходил к нему». Нищий не упускал случая и выражал свою ненависть к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Изощренные проклятия сходили с уст нищего, и это при том, что он лично не знал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и никогда не встречался с ним. И весть о том, что каждый день слепой нищий извергает проклятие и ругань, дошла до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но даже тогда любимец Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, не стал сердиться. Он проигнорировал оскорбление слепого нищего. Напротив, с этого дня пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал навещать слепого нищего и каждое утро приносил ему еду. Не говоря ни слова, благословенный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, кормил нищего своей собственной рукой, а слепой нищий с удовольствием ел пищу, подаваемую ему. Насытившись, он выражал свою благодарность, не зная, что тот, кто кормил его, был никто иной, как пророк Всевышнего Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал кормить слепого нищего в обязательном порядке каждый день, до того дня, пока не отошел в мир иной. На протяжении всей этой истории слепой нищий даже не догадывался, кто же был так добр к нему все это время. Но после того, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, оставил этот свет, никто больше не приносил еду слепому. Каждый день нищий иудей ждал своего благодетеля и недоумевал, почему тот добрый человек больше не приходит, чтобы накормить его, как он делал все это время. Напрасно слепой нищий ждал его появления. Тот так и не пришел. В один прекрасный день ближайший сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, посетил дом своей дочери Аиши. Абу Бакр спросил у Аиши, да будет доволен ею Аллах: «О, дитя мое, была ли у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, какая-либо сунна, постоянное действие, то, что я до сих пор не делал?» Аиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Дорогой отец, ты воистину последователь сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И нет ничего, что ты еще не сделал, за исключением только одного дела». «Что же это?» – спросил Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Каждое утро посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ходил на городской рынок, находил слепого нищего старца, который живет там, и кормил его из своих рук. Сказала Аиша, да будет доволен и ею Аллах. На следующий день Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отправился с едой для слепого нищего. Он подошел к нему и начал кормить его. Прожевав первый кусочек пищи, слепой нищий иудей рассердился и закричал: «Кто ты?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Я тот, кто каждое утро кормит тебя». «Нет, не лги мне», — возразил нищий.
Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, был в шоке и не в недоумении спросил: «Почему ты так говоришь?» Слепой иудей ответил: «Потому что, когда он приходил ко мне, я всегда чувствовал, как же приятно держать его за руки и как легко пережевывать пищу, которую он мне давал. Человек, который все это время кормил меня, размягчал еду, прежде чем дать ее мне». Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, не смог сдержать слез, разрыдался и рассказал нищему, кто он был на самом деле. «Воистину, я не тот, кто приходил и кормил тебя. Я являюсь одним из его сподвижников, а того благородного человека более нет с нами. Он был никто иной, как благословенный пророк Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». «Мухаммад?» – спросил слепой старый нищий, совершенно потрясенный тем, что он только что услышал. «Ты хочешь сказать, что тот, кто каждое утро приходил сюда и кормил меня из своих рук, был Мухаммад?» – спросил нищий. «Да, это был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует», – ответил Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Тут же, в эту же секунду, слепой старый нищий иудей в отчаянии завопил и горько разрыдался, осознав наконец, что это был пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который кормил его все это время. Все это время я проклинал его, и я клеветал на него, а он ни разу не поругал меня, не оскорбил, и каждое утро он приходил и кормил меня. Он такой благородный, — говорил нищий, вытирая слезы, текущие по щекам. Слепой нищий протянул руку Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, первому халифу мусульман, и засвидетельствовал перед ним шахаду, заявив, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует посланник Аллаха. С этого момента слепой старый нищий иудей стал мусульманином.